Добрый вечер, это Якутия-24. В прямом эфире новости в студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Борьба с коронавирусом. Последние данные по Якутску. Также новости из Мирного и Ленска. У Якутии официально новый премьер-министр. Илтумен дал согласие на назначение Андрея Тарасенко. Служить и защищать. Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел. «Моя страна, моя Россия». Онлайн-занятие якутянина признано одним из лучших во всероссийской просветительской онлайн-экспедиции. Сюжет из Москвы. Владимир Путин произвел кадровые перестановки в правительстве России. В частности, президент подписал указ об увеличении количества заместителей премьер-министра с 9 до 10. А полпредом президента в Уральском федеральном округе назначен Владимир Якушев. В свою очередь, премьер-министр страны Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру новых руководителей 5 министерств и вице-премьера. Таким образом, Александр Новак, руководивший Минэнерго, может стать 10-м заместителем Мишустина. Согласно предложению председателя правительства, в Минэнерго Новака должен заменить гендиректор Русгидро Николай Шульгинов. Руководителем Минвостокразвития Мишустин предложил назначить Алексея Чекункова. Ранее он возглавлял Фонд развития Дальнего Востока и Арктики. Кадровые назначения состоялись в Якутии. Илтумен дал согласие главе республики на назначение Андрея Тарасенко премьер-министром. Голосование состоялось в ходе очередного пленарного заседания Госсобрания. Это первая за полгода очная сессия парламента. Помимо премьера, парламент одобрил назначение на должность первого заместителя председателя правительства Кирилла Бычкова и 2 заместителей председателя правительства Михаила Никифорова и Сергея Местникова. Обо всем по порядку наш корреспондент Виктория Федорова. Кандидатуру Андрея Тарасенко представил глава Якутии Айсен Николаев. Он отметил, что за это время проделана большая работа по сохранению устойчивости бюджетной системы республики, в том числе во взаимодействии с федеральным центром. За 3 месяца, с лишним месяца, которые он здесь руководил правительством республики, вы все видите, как в сложнейших условиях пандемии, в сложнейших условиях экономического кризиса правительству Республики Саха-Якутия удалось сохранить устойчивость и бюджетной системы в целом, и экономики республики. Достаточно большая работа у нас проведена в последнее время с правительством Российской Федерации по финансированию ряда наших крупных проектов. В свою очередь, новоиспеченный премьер подчеркнул, что одним из главных направлений работы республиканского правительства является развитие промышленности и производства на основе тех ресурсов, которые добываются на территории Якутии. А для снижения цен и тарифов необходимо сократить зависимость от привозного топлива. По мнению Андрея Владимировича, помимо промышленности, важную роль в товарном производстве должно занимать и сельское хозяйство, а также в приоритете стоит вопрос усовершенствования северного завоза. А в зоне особого внимания система здравоохранения. Медикам сейчас нелегко, и наша задача – поддержать их, обеспечить все условия для стабильной работы и оказания качественных медицинских услуг жителям. Наиболее актуальным становится организация системы реабилитации. С 2021 года в течение 3 лет привлечением по 2 миллиарда рублей федеральных средств ежегодно начнем строительство 195 объектов здравоохранения, капитальный ремонт 67 объектов, дооснащение, переоснащение оборудованием медорганизации. Парламентарии также рассмотрели 2 проекта республиканских законов, которые были внесены на рассмотрение депутатского корпуса главой республики. Это о наделении органов местного самоуправления госполномочиями по поддержке сельхозпроизводства и о внесении изменений в закон республики о налоговой политике в части изменения транспортного налога. Якутия входит в 3 регионов с самыми низкими ставками транспортного налога в стране. Ставки были установлены в 2010 году и до сих пор не индексировались. А отныне в Якутии от уплаты этого налога освободят многодетные семьи. Нам удалось сделать так, чтобы А многодетная семья была освобождена от этого налога. Вначале в первом чтении было сказано, что до 200, ограничено было до 200 лошадиных сил. Мы внесли поправку с моими коллегами, и сейчас эта поправка была поддержана народными депутатами, и, соответственно, сейчас освобождается без ограничений.
транспортное средство, оно может быть и не новое, и может быть больше 200 лошадиных сил. Поэтому сейчас вот это действительно хорошая мера поддержки. Также налог на транспорт не будут платить жители арктических улусов, инвалиды и законные представители детей с ограниченными возможностями здоровья. Виктория Федорова, Джулустан Иннокентьев, Якутск. 207 новых случаев выявили в Якутии за минувшие сутки, в том числе 45 носителей инфекции. Об этом сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина. Таким образом, 120 человек заболели коронавирусом в Якутске, в Анабарском и Верхневилюйском районах по 10 случаев за сутки, в Нерынгринском районе 8, в Мегино-Кангаласском и Мирнинском по 7, в Вилюйском и Намском по 5. В остальных районах от 1 до 4 новых случаев коронавируса. 2 человека скончались от COVID-19. Лаборатории республики за последние сутки провели порядка 4500 исследований на инфекцию. Эпидемиологическая ситуация в Мирнинском районе остается напряженной. О предпринимаемых мерах, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией, в сюжете нашего корреспондента в Алмазном крае Марферины Алексеевой. С апреля текущего года в районе проведено более 5500 проверок торговых объектов. Выявлено около 400 нарушений, в 87 случаях допущены вторичные нарушения. Однако за последнее время статистика показывает положительное снижение нарушений. Отсутствие перчаток и масок на рабочем месте встречаются все реже. Чтобы мотивировать население на соблюдение масочного режима, горожане совместно с местными властями запустили видеообращение и загрузили ролик во все популярные соцсети. Спасибо, что носите маски. А чтобы каникулы у школьников прошли безопасно, образовательные учреждения усилили занятость ребят через онлайн-платформы. Управление спорта и культуры организовало вокальный конкурс среди солистов и ансамблей. Активно проводится первенство города по футболу, волейболу и хоккею. Участники записывают видео, демонстрируя выполнение различных заданных упражнений. Центр дополнительного образования организует онлайн-встречи и мастер-классы с интереснейшими экспертами своего дела. Особое внимание уделяется безопасности населения пенсионного возраста. В категории 65+, все эти люди у нас находятся на медицинском наблюдении, учете, и они известны. Мы в последнее время очень сильно отрабатываем с главами, через наш оперативный штаб, все поселения. Сразу при получении информации доводим до них, кто конкретно, у кого положительный диагноз, его люди, которые контактны с этим человеком. Для пенсионеров всего района запущен проект «Школа третьего возраста». Это онлайн-курсы различных направлений. Курсы «Мое здоровье», «Как заработать на хобби» – очень интересный и актуальный курс. Также изотерапия, английский для начинающих. Также еще есть курсы «Мода третьего возраста». В аптеках района проводится ежедневный мониторинг на наличие средств защиты и противовирусных препаратов. В последнее время были вопросы по повышению стоимости некоторых препаратов. По их наличию бывают вопросы, но в целом маски в наличии во всех аптеках Мирнинского района и противовирусные препараты или их аналоги тоже имеются во всех аптеках Мирнинского района. По всему району мобилизуют силы для борьбы с коронавирусом. Повысился спрос и на услуги волонтеров. Штаб «Мы вместе» приглашает неравнодушных граждан стать представителями волонтерского движения. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Районная администрация Ленска активно закупает средства индивидуальной защиты. Из местного бюджета на эти цели выделено порядка 700 тысяч рублей. Закуплено 2000 одноразовых масок, 2000 перчаток, такое же количество бахил, 500 масок с забралом, антисептик. На заказ новосибирской фирмой изготовлены для Ленска одноразовые комбинезоны. Буквально на днях ожидается поставка еще одной партии защитных средств для района. В рамках благотворительной программы «Мир без слез» Банк ВТБ передал педиатрическому отделению Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины наркозно-дыхательный аппарат. Благотворительную программу ВТБ проводит по всей стране. Суть ее в поддержке государственных учреждений детского здравоохранения, рассказывает наш корреспондент Ульяна Шагина. Пациентам педиатрического отделения серые больничные будни скрашивают именно такие моменты. Сегодняшний день им точно запомнится надолго. Банк ВТБ устроил для детей настоящий праздник. Рисовать умею, но не так хорошо. Теперь я буду учиться рисовать с таким набором. А что будешь рисовать? Не знаю, фоны, там, натюрморы.
В Дарат-банка ВТБ каждый из этих малышей получил красочные наборы для рисования. Помимо этого, с большого экрана с ними общались знакомые всем Филя и Степашка, герои передачи «Спокойной ночи, малыши». Благотворительный проект ВТБ «Мир без слез» реализуется в рамках целевой программы банка «Здоровая страна». В этом году в нем участвуют 25 медицинских организаций, в том числе и Якутский национальный центр медицины. В Дарат-ВТБ они получили новейшее оборудование – наркозно-дыхательный аппарат немецкой фирмы «Дрегер», который установили в одном из реанимационных отделений. Очень благодарны публичному акционерному обществу банк ВТБ. И такой трудный период нам подарили вот такой аппарат экспертного уровня. Помимо удобного интерфейса, новый наркозно-дыхательный аппарат можно перемещать из отделения в отделение, что тоже очень важно. Использоваться он может как во время операций, так и для восстановления после них. Аппарат жизненно важный, а в период пандемии такая помощь, тем более для маленьких пациентов, приобретает особенный характер. В Республике Саха акция «Мир без слез» проходит уже второй раз. Мы рады возможности в очередной раз внести свой вклад в охрану здоровья жителей республики. Сейчас благотворительная помощь для детских медицинских учреждений особенно важна. Почувствовать помощь, солидарность в трудное время важно и для сотрудников сферы здравоохранения, и для их пациентов. Акция «Мир без слез» проводится 17-й год подряд. За это время помощь получили более 100 детских больниц в разных регионах страны. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел. Это участковые, следователи, оперуполномоченные, бойцы спецподразделений и все сотрудники МВД, которые сегодня отвечают за покой и безопасность граждан каждый день. Сюжет из Нерюнгринского района. За 10 месяцев текущего года значительных успехов нерюнгринские полицейские добились в выявлении преступлений с нанесением тяжкого вреда здоровью и убийств. 100% раскрываемость. Отмечается снижение общего числа преступлений, в том числе преступлений в общественных местах и рецидивной подростковой преступности. По линии экономики нами направлены уголовные дела в отношении 8 лиц по тяжким, особо тяжким преступлениям экономической и коррупционной направленности. По линии незаконного оборота наркотиков выявлено 39 преступлений, изъято из незаконного оборота более 7 килограмм наркотических средств. По линии противодействия организованной преступной деятельности в суд направлено 3 уголовных дела в отношении 4 лиц. Поэтому я считаю, что благодаря принимаемым мерам криминогенная ситуация в нашем районе находится под контролем. За этими цифрами стоят они, наши стражи порядка и закона, без сна и без отдыха, ночью и днем. Так, на дорогах Нерюнгринского района свыше 20 лет охраняет порядок Андрей Савенков. В каждой профессии есть свои трудности и радости. Андрей Владимирович не жалеет, что связал свою судьбу с полицией. Кроме этого, у родного сына проявились родительские черты характера. Андрей пошел по стопам отца и сегодня трудится в госавтоинспекции. Что присутствовал, смотрел, наблюдал, как вообще проходит служба, как несет отец службу. Долгое время нес службу именно на дороге, то есть инспектором дорожной патрульной службы, старшим инспектором дорожной патрульной службы. Все это впечатлило и решил действительно тоже свою жизнь посвятить именно ГАИ, именно дорожным, вообще в общем дорожной патрульной службе. Андрей Савенков-младший получил образование в среднеспециальном и высшем учебных заведениях и с начала текущего года стал коллегой своего отца и ощущает уже непосредственно на себе все нюансы службы. Не нарушая конфликт интересов, отец и сын работают в разных направлениях отдела ГИБДД. Еще с детства я знал, что хочу пойти по стопам отца, поэтому вопрос выбора профессии у меня не возникало. И в своей служебной деятельности я руководствуюсь принципами, которые воспитал во мне мой отец. Соприкосновение по каким-то задачам, направлениям в любом случае есть. Подходит, спрашивает, советуемся, помогаем. Есть уже, что он знает, что он может по своей деятельности подсказать, довести. Выполнять на высоком профессиональном уровне свои служебные обязанности отцу с сыном помогают непрерывное саморазвитие, обучение, дружба со спортом, чувство ответственности и справедливости. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. «Моя страна, моя Россия» – так называется всероссийская просветительская онлайн-экспедиция, которая прошла в формате открытых виртуальных занятий о культуре, традициях, национальных и исторических особенностей различных регионов страны.
Лучшие лекторы из 85 субъектов провели свои занятия. О Якутии сотням тысячам зрителей рассказал преподаватель СВФУ. Все подробности у нашего московского корреспондента Максима Кардозу. Про Якутию можно говорить бесконечно, потому что практически бесконечные пространства. Так начал свою лекцию о Якутии Айтал Яковлев, заместитель декана по науке ИСТФАКа СВФУ. Свой рассказ он разделил на 3 части. Это география и климат, культура народа Саха. 3-я глава была посвящена развитию нашей республики в условиях глобализации. Свою лекцию он разбавил фото и видеоматериалами из реальных экспедиций по Якутии, которые проводит исторический факультет. Новое было то, что вот несколько лекторов, да, по всей России объединились в одну целую команду, и все вот эти регионы, субъекты Российской Федерации рассказали о своем крае, о малой родине, и получилось то, что вот эта экспедиция дала возможность участникам ее, не выходя из кабинета, не выходя из комнаты, посмотреть всю Россию и узнать о ней прямо с первых уст. Лекция Айтала Яковлева попала в 20-ку лучших из 85 лекций проекта «Моя страна, моя Россия». А ведь изначально на участие в акции поступило около 1200 заявок от педагогов. Это и русисты, и лидеры местных сообществ, среди которых в том числе и наши выпускники, предложили свою версию, вот как они хотели бы это онлайн-занятие провести. Было экспертное такое небольшое жюри, отбор, 85 лекторов были отобраны. Это было волнительно, потому что один регион, один лектор. Лекции проекта посмотрело больше 200 тысяч пользователей, как из России, так и из-за рубежа. Причем организаторы ставили перед собой не только просветительские задачи. Акция нацелена и на развитие внутреннего, так и въездного туризма. Я уверен, что рассказы местных жителей о серфинге на Камчатке, о природе Алтая, обычаях Кавказа станут отличным подспорьем для развития этого направления. Все эти рассказы были в рамках этой экспедиции. Эта экспедиция изначально должна была пройти в очном формате, но из-за пандемии пришлось переходить в онлайн. Но, по словам организаторов, это только увеличило аудиторию проекта. И они намерены в следующем году продолжить это увлекательное виртуальное путешествие по стране. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. Игрок футбольного клуба «Спартак Москва» Джордан Ларсон взял шефство над Димой Березовским, мальчиком из Якутска, который в результате несчастного случая лишился руки. Ларсон через фонд «Спартак детям» помог Диме и его семье в покупке высокотехнологичного протеза стоимостью более 450 тысяч рублей. В последнее время игроки российской футбольной премьер-лиги устроили дружеский флешмоб, в котором помогают детям с ограниченными возможностями здоровья. Несколько дней назад капитан команды «Сочи» рассказал об Арнелле Персаевой, девочке из Осетии, которой поставили страшный диагноз спинально-мышечная атрофия и которая нуждается в дорогостоящем лечении. На лекарства Арнелле уже пожертвовали деньги капитан Сочи Сослан Жанаев, капитан «Спартака» Георгий Джики и игрок «Спартака» Александр Кокорин. Теперь к марафону добрых дел присоединился и Джордан Ларсон. Всем привет, меня зовут Джордан Ларсон. Помогать тем, кто в этом нуждается, в характере «Спартака». Поэтому хочу взять на себя заботу о Диме из Якутска. Он один из подопечных фонда «Спартак детям», и я помогу ему с оплатой протеза. Дима, желаю тебе здоровья и надеюсь, что твоя операция пройдет хорошо. С нетерпением жду тебя на стадионе снова. Вместе победим. Таковы новости уходящего дня. Оставайтесь на канале Якутия 24. Будьте всегда в курсе, берегите себя и свое здоровье.